ГСП онлайн. Городские новости сейчас. Ухту с рабочим визитом посетила министр образования Коми Наталья Михальченкова. Заместитель председателя республиканского правительства побыла в нескольких школах с инспекцией, а также вручила грамоты олимпиадникам, которые участвовали и побеждали в региональном этапе предметных олимпиад. Если детям достались только приятные беседы с чиновником, их наставникам, учителям пришлось с гостями из Сыктывкара разговаривать на серьезные темы. Так, сразу после награждения учеников, собравшиеся в третьей школе, обсудили, что же делать учителям коми-языка. Как всем известно, эту дисциплину вывели из разряда обязательных. Но это не значит, что теперь школьники не будут изучать основы истории и культуры нашего региона. Выбирают разные программы этнокультурного компонента. Там, где есть задача сохранить и развивать языковой компонент, то выбирают коми-язык, коми-литература как государственные учебники, разработаны, программы понятны, вы все способны осуществлять, поэтому продолжайте, это проектируется в учебных планах соответствующих образовательных организаций. Там, где, например, Север не хотят развивать в большей степени языковой, но везде сохраняют культурно-исторический компонент, есть такой курс. Так что коми в том или ином виде останутся во всех школах, и педагоги-предметники не лишатся работы. Тем же учителям, которым придется менять привычную программу, летом проведут курсы переподготовки. И пока они думают о следующем учебном сезоне, родители школьников вовсю рассуждают, куда отправить чада после школы. Среднее профессиональное образование – вот основная тема беседы Натальи Михальченковой с родительской общественностью города. Тенденция современных школьников поступить в колледж после 9 и пойти в вуз уже с профессией в кармане имеет место быть. Тем более цифры упрямо твердят, половину девятиклассников уже ждут в системе среднего профобразования. 50% бюджетных мест в регионе остается именно для выпускников 9 классов, это 43% от выпускников 9 классов, гарантированно идет бюджетный прием на соответствующей территории, 7% выпускников 11 класса. Жаль, что с этим не все гладко в Ухте. В мед- и педколледжах бесплатные места сохранены в прежнем объеме, а вот с рабочими профессиями беда. Так, индустриальный техникум, набирающий раньше 10 групп, от повара-кондитера до газосварщиков, чуть не осталось совсем без бюджетных мест. В прошлом году 200, почти 50 человек, желающих обучаться в нашем учебном заведении по программам МТПО, то есть рабочие профессии, которые входят в тот же самый топ-50, они просто были завернуты. И вот знаете, вот, как сказать, смотреть на этих детей, родителей, которые вот с такими слезами уходили от приемной комиссии, потому что их не взяли, востребованность есть. На этот год бывшему 30-му училищу еще дали бюджетные места для 3 групп. Но, по словам преподавательского состава, этого мало. В Ухте и пригороде масса семей, не имеющих возможности отправить детей учиться в тот же Сыктывкар. Да и в индустриальном был всего-то конкурс аттестатов, средний балл которых от 3 до 3,3. И эти ребята могли получить профессию тут же устроиться на производство. Жаль, у руководства региона на это свои взгляды. Значит, сегодня принятие решения, которое сегодняшний представитель власти не может делать вне закона, заключается в том, что решение о том, на какие направления объявляется прием, принимает комиссия. Минтруд, Минэк и Минэк. Минтруд смотрит наличие вакансии. Нужно, не нужно. Если... Подождите. Вот у нас должен быть дефицит. И если есть дефицит и есть прогноз, значит Минтруд России в правительстве говорит, да, в Ухте будет дефицит. На это заявление парировал директор индустриального института по среднему специальному образованию Василий Завьялов. Не так давно ему пришло письмо от Лукойла, который жаждет получить в свои ряды тех же электриков или сварщиков. Он сегодня прислал. Сколько просит нас поставить им рабочих специальностей? На сегодняшний день он просит 109 человек. Хорошо, мы попробуем обсудить соглашение с Лукойлом, оплату по этим профессиям. Итогом беседы на повышенных тонах стало предложение министра образования пересмотреть программы, подогнать их под топ-50 востребованных профессий, привлечь инвесторов или перераспределить федеральные средства, направленные в УГТУ внутри самого университета. Напомним, индустриальный техникум входит в состав этого вуза. Наталья Михальченкова подчеркнула, готова сесть за стол переговоров.